После нападения на Украину в России стали звучать предложения забрать обратно и северные земли Казахстана. Более того, тоже начали говорить и некоторые жители самой республики. Аскар в полной мере ощутил на себе после того, как осудил российское вторжение в Украину. В личных сообщениях и в комментариях ему посыпались оскорбления и проклятия. По словам Аскара, в основном от местных русских. Большинство именно казахов, они придерживаются именно украинской позиции, чем вот русские, русскоязычное население. Некоторые из сторонников войны, кажется, даже не против того, что Россия придет и сюда, в Уральск. О том, что это возможно, казахстанцы слышат уже давно, а сомнения в суверенитете их государства в целом и в частности неоднократно доносились с самых верхних этажей российской власти. Казахстана просто не существовало. На территории, на которой государства не было никогда, у казахов не было государственности никогда. Думают, что человечество забудет, и все это останется казахам. Никто ничего не забудет. Русский мир, русское пространство восстановит свои границы. Пока мы разговаривали с Аскаром, на площадь Победы пришли местные коммунисты. Нет войне! Нет войне! Мы за мир! Мы за мир! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Они за мир, но при этом почему-то верят, что там действительно имперское НАТО, фашизм, вот это все это. Наталья занимается бизнесом, держит салон по изготовлению штор. Родилась в Алмате, потом переехала в Уральск, а в Мариуполь ездила к бабушке на летние каникулы. Там было чудесно. Я бы никогда бы оттуда не уехала, если бы не вышла замуж здесь. Там бы и жила. Там тепло, солнце, море, люди, все другое. Цивилизация, в общем, там было очень хорошо. Родом с Украины. Оттуда в 50-х поднимать целину приехали сюда его родители. Это их внутренние дела. То есть все были русские. Это сейчас стали украинцы, белорусы, поляки, там эти, которые здесь проживали, они все вроде были русские. А сейчас почему-то затрагивают эту тему. Он работает, он занимается своими делами, он обеспечивает свою семью и все. А какой купол над ними будет и под каким знаменем он будет ходить, это все равно. Больше всего жалко то население. Понимаете, они вообще не понимают сути происходящих вещей, и не понимают, почему на них сыпятся грады. В этих краях почти не встретишь людей, не знающих русский, не говорящих на казахском в разы больше. То же самое и с вывесками. Торговля, услуги, почти все на русском языке. Такая большая несправедливость. Приезжают уралманы, они в основном казахоязычные. В Казахстане приезжают на свою историческую родину Казахстан и при этом чувствуют сложность с тем, что не знают русский язык. Даже некоторые на работу, говорят, не брали, говорят, потому что они русский язык не знали. В Казахстане, понимаете? От слова «Казахстан». Нурлан, предприниматель из приграничного с Россией поселка, горячо поддерживает так называемые языковые патрули. Добровольцев, требующих от обслуживающего персонала говорить на казахском языке. Эти патрули в России называют проявлением пещерного национализма. Хотя, впрочем, и само руководство Казахстана считает такие инициативы провокационными. Они по закону правы. Не хотите языковых патрулей? Тогда пускай какой-то орган более мягче ведет какую-то профилактическую работу с торговым точками. Примечательно, что сам Нурлан русскоязычный, но в последнее время все больше старается использовать родной язык, потому что считает его одним из столпов независимости своей страны. Особенно теперь, когда Кремль вторгся в соседнее государство. Нахождение российских военных баз на территории Казахстана. Не так давно колонна российской техники сильно испугала местных жителей, двигаясь без специального сопровождения. К тому же Россия использует казахские земли в качестве своего ракетного полигона, что тоже многим здесь не очень нравится. Мы не признаем квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Наш собеседник уверен, что и эти слова, и реакция на них были предметом предварительной договоренности. Путину, на самом деле, ему нужно было отвести внимание Европы и Запада от Казахстана, как от страны, которая помогает Кремлю избегать санкций. Весь основной грузовой товарный поток, он идет через Казахстан. Я живу в Уральске, это приграничный город, я живу рядом с железной дорогой, я каждый день вижу, как проезжает железнодорожный состав в сторону России. А в мире идет война политико-экономическая. Эта огромная степная страна стала тихой гаванью Кремля. Удобная и лояльная чужакам банковская система, налоги в 3% и, конечно же, русский язык привлекли сюда как крупные российские компании, так и частных лиц. Я так понял, Казахстан становится буферной зоной
том числе и возможностью обхода санкций. Ведь вести дела и торговать всего лучше с надежным, мирным и предсказуемым партнером, а не с тем, кто, считая себя старшим братом, может в любой момент прийти и силой отнять у тебя то, что в какой-то момент вдруг посчитает своим.